История третья. Дом без дверей. Дело было еще в 90-х. Я тогда работал водителем грузовика. Нужно было доставлять продукты из одного города в другой. Я еще не успел много наездить, когда меня отправили в мою первую дальнюю поездку. Я выехал с Нижнего Бестяха примерно в 9 утра. Путь у меня лежал до Майя. Это часов 8-10 езды. Правда, все зависит от самой дороги. В общем, я еду уже 10 час, 11 час. Нормальная дорога закончилась, но поселение все еще не показывалось. Все, думаю, приехал. Хорошо, хоть карта была. Посмотрел я, значит, на карту и понял, что, скорее всего, не там повернул. Нужно было возвращаться обратно на дорогу. Сел за руль, развернул свою бандуру и поехал в обратном направлении. Уже стемнело, а нормальная дорога все не начиналась. Да и спать уже хотелось жутко. Как-никак 14 час за рулем сидел. Остановился я немного подальше от дороги, решил устроиться на сиденье и смотрю вдалеке, вроде как домик стоит, свет из окон идет. Я решил пройтись, люди тут хорошие, приветливые, может и переночевать впустят. Подошел я поближе и вправду домик. Начал искать дверь, вокруг обошел, нет двери. Я сразу и не понял, что двери-то нет, думал, что пропустил, решил еще раз обойти. Как вижу, в окне бабка сидит в домике. Постучал я в окно, она подходит, открывает и добро так спрашивает: «Заблудился, сынок?» Я, конечно, в ответе все рассказал и попросил впустить переночевать, если можно. «Ты давай через окошко залезь, а то меня родные снаружи закрыли, а ключа-то и нет», — говорит она. «Видимо, боятся, что кто плохой залезет», — сказал я и полез в окно. Избушка маленькая какая-то была, даже для одной бабушки. Но не успел я опомниться, как бабуля мне молоко да оладьи дала. «Кушай», — говорит, — «а то дорога-то долгая будет». Я поел, поблагодарил старушку, да и на покой. То, что я увидел утром, до сих пор меня пугает в какой-то мере. Открываю глаза, солнце светит в окошко, утро уж на дворе. Я оглянулся по сторонам и онемел. Пыль, грязь и смрад какой-то стоит. Я соскочил быстро с места, на котором спал, а там деревянный то ли гроб, то ли длинный ящик, и оладьи иссушенные около него. Я мигом дёру дал, даже не помню, как в окно полез. Тем же днем я доехал таки в Майю. Говорят, белый как мел был. Местные мужики мне объяснили, что занесло меня в якутскую могилу-дом. Название я не упомню, но точно вам скажу, она на домик маленький похожа, с окошками, но без дверей.